Сегодня в Сыктывкаре прошла 9-я отчетно-выборная конференция регионального совета ветеранов. Это одно из самых массовых и авторитетных общественных объединений республики, отметил глава региона Владимир Уйбам в своем приветствии. Именно при активном участии совета решаются вопросы, касающиеся повышения качества жизни, медицинского и социального обслуживания ветеранов и пенсионеров. Принимаются и вводятся дополнительные меры поддержки. Любовь Лапина расскажет подробнее. Отчетно-выборная конференция ветеранов проходит с учетом всех мер безопасности. При входе всем раздают маски, просят обработать руки. Зал заполнен только наполовину, как и положено по эпидемиологическим требованиям. Среди почетных гостей ветераны войны, труженики тыла и дети войны. Их приветствуют стоя. Забота о них и поддержка – это главная задача ветеранского совета Коми, говорит председатель Людмила Жукова. Они это заслужили. Последние годы много сил и средств брошено на ремонт жилья ветеранам. Так, только в прошлом году на 53 миллиона рублей привели в порядок 642 жилых дома и квартиры. До кого не успели дойти, им отремонтируют в этом. Приводится в порядок жилье не только фронтовиков, но и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов участников войны, узников концлагерей. В этом году по моему поручению идет обследование жилых помещений еще одной не менее значимой категории ветераны – дети войны. На этот год выделено 26 миллионов рублей на ремонт жилья этой категории. По результатам проведенного мониторинга запланируем средства и на 2022 год. Еще одна задача – оздоровление ветеранов. В 2020-м на 23 миллиона рублей поправили здоровье 845 человек. Такого не было за всю историю ветеранского движения, с гордостью отмечает Людмила Жукова. Эта работа продолжается. В этом году ветераны отдохнут не только на базе социально-реабилитационного центра «Максаковка», но и Кировского санатория «Колос». Критике команда Республиканского совета ветеранов не подлежит однозначно. Работу протокольным, как пишут, признать работу удовлетворительной, это, я считаю, даже обидная оценка. Отлично, им поставим, никаких гвоздей. Добились ежегодной индексации социальных выплат для льготников-ветеранов. Увеличили сумму единовременной выплаты к 9 мая труженикам тыла и детям войны. Конечно, не без помощи правительства Коми. И сегодня Совет ветеранов ставит новые задачи перед собой. Мы будем работать с Министерством труда по открытию домов ветеранов в сельской местности. Люди не уезжают, хотят поближе к родному дому. Нужно. Затем мы недавно обнаружили, что сегодня дорогие социальные услуги тем, кто обслуживается на дому наши, ветераны, инвалиды. С министерством договорились, что нужно тарифы на эти социальные услуги уменьшать. Продумываем варианты, как это сделать. Остается еще немало нерешенных вопросов. Это и строительство домов ветеранов в сельской местности, и бесплатное социальное обслуживание на дому для тружеников тыла. Кроме этого, Совет и дальше намерен продвигать проект «Активное долголетие», а с ветеранами боевых действий совместно продолжить патриотическую работу с молодежью. А потому ветеранскому движению отдыхать некогда. Любовь Лапина, Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.